Традиционно с наступлением холодов обостряется вопрос пожарной безопасности. Специалисты рекомендуют быть бдительными и соблюдать меры, чтобы не допустить беды. С начала этого года в огне погибли более 200 человек. Обсудим подробно тему прямо сейчас в программе «Интервью» в эфире главного телеканала Республики. Сегодня с нами заместитель председателя Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Александр Лопухов. Александр Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Дайте, пожалуйста, характеристику по ситуации с пожарами с начала этого года в Башкортостане. На сегодняшний момент в республике произошло практически 10 200 пожаров, в результате которых погибло 227 человек. К сожалению, пока мы наблюдаем рост гибели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24 человека. Но хочу сказать, что буквально месяц назад, по состоянию на 17 октября, у нас рост составлял 37 человек. Была организована большая работа, начиная с сентября месяца. В принципе, мы и в первое полугодие этим занимались очень плотно. Большая работа была организована Госкомитетом Республики, Главным управлением МЧС России под руководством заместителя премьер-министра правительства Республики Башкортостан Игоря Хаваревича Сагитова. И те районы, где наиболее худшая ситуация была, они были взяты практически под ручное управление, и сейчас там очень активно осуществляются профилактические меры. В результате нам за месяц удалось снизить разницу с 37 до 24 человек. Что означает ручное управление? Это то, что в этих муниципалитетах, их 29, созданы муниципальные штабы, которые возглавляют заместители глав администрации, курирующие вопросы безопасности. В каждом сельсовете ежедневно профилактические группы проводят профилактическую работу, то есть посещают многодетным семьи с детьми, находящихся в социально опасном положении, лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, находящихся, так скажем, в группе риска, которые подвержены в первую очередь возникновению пожаров. Это и, конечно, с учетом тех антиковидных ограничений, которые введены правительством республики. Дополнительно мы буквально, если так можно выразить, из каждого утюга уже противопожарную пропаганду продвигаем. Это даже в том случае, когда наш инструктор движется в какой-то населенный пункт для проведения профилактических обходов, он, проезжая каждый населенный пункт, включает аудиообращение на русском и башкирском языке по мерам пожарной безопасности. Мы обратились и к религиозным лидерам, которые нас поддержали, мечети, которые имеют у себя громкоговорящую связь, они транслируют аудиообращения наши, тоже говорю на русском и башкирском языках. Это и телевидение, это и радио, это и пресса. За неделю буквально прошлую 336 публикаций вышло только в СМИ республики. Это районные газеты, республиканское телевидение и, так скажем, радио. То есть мы по всем фронтам, включая внешнюю рекламу, пригородные электрички, в них транслируются наши обращения, автобусы Башавтотранса, бегущие строки на телевидении, БСТ, Тугантел, практически везде. Наружная реклама, Аксион. Вы можете ехать по трассе и увидеть огромные щиты, на которых размещены наши постеры. То есть мы пытаемся достучаться до людей всеми возможными средствами. Опять же, с учетом антиковидных ограничений. Александр Сергеевич, мы понимаем, что чаще всего пожар происходит у людей, которые злоупотребляют спиртными напитками, и совсем не задумываются о своей безопасности. А как достучаться до этой категории людей, потому что они представляют опасность не только для себя, но и для окружающих? Да, человеческий фактор, он является основным вообще в причинах пожара. Если мы рассматриваем неисправность электропроводки, печи, либо неосторожное обращение с огнем, там во главе угла всегда стоит человеческий фактор. Кто-то что-то не сделал, не доделал или вообще не обратил на это внимание. Вы знаете, даже, многие люди сознательно используют неисправное электрооборудование, электропроводку, печное отопление, рассчитывая на авось. Он же как думает, что я 1000 раз втыкал в эту розетку эту вилку, она 1000 раз искрила и ничего не было. И может быть еще на мою жизнь хватит. Но дело в том, что в этой игре не бывает победителей. Рано или поздно произойдет пожар. Это однозначно. Ведь правила пожарной безопасности, они написаны на основании чего? На основании, может, столетнего опыта. Это тысячи пожаров, которые обобщили и вывели, так скажем, основополагающую такую аксиому, которая не требует доказательств. Понимаете? А люди
очень иногда безалаберно относятся к своей безопасности. Конечно, достучаться, как вы говорите, до этой категории очень сложно, поэтому их очень плотно опекаем. У нас в каждом районе вот эти лица закреплены за кураторами, которые их должны раз в неделю посетить, значит, провести беседу. Если даже мы одного из сотни из них спасем, достучимся, это значит, наша работа оценивается положительно. Я понимаю, что до всех достучаться невозможно, но, может быть, кто-то из них обратит внимание. Но и, с другой стороны, им муниципалитеты оказывают помощь в том плане, что вот для таких лиц они из своих бюджетов за счет помощи известных земляков вот по программе «Атайсал», они им ставят пожарные извещатели, тоже в том числе, чтобы хотя бы соседи, может быть, услышат и помогут. Были такие случаи, когда буквально в Кушнаренковском районе соседи четырехквартирные, если не ошибаюсь, дома услышали звук сработавшего такого же извещателя, открыли дверь, выломали ее, а там 4 человека, соответственно, в невменяемом состоянии алкогольном, они всех их 4 вытащили, потушили, а так бы у нас был бы еще пожар с групповой гибелью людей. Вот это, как сказать, главный посыл и главное, как сказать, направление этой работы. Спасти хоть кого-нибудь вот из этой категории. Александр Сергеевич, как работаете с категорией граждан, одиноко проживающих пенсионеров? Их посещают вот на прошлой неделе порядка 1000 пенсионеров. Мы, вернее, вот профилактические группы посетили на дому, проверили. Они обычно очень хорошо идут на контакт, так скажем, благодарные слушатели. И эту категорию мы, конечно, отрабатываем тоже очень плотно, потому что, сами понимаете, в основном это пожилые люди, многие с ограниченными возможностями, поэтому им также устанавливаются извещатели пожарные, они также у нас в плотном, так сказать, под плотным вниманием, и мы с ними работаем как с отдельной категорией, которая постоянно в зоне нашего контроля. Пожарная безопасность в социальных объектах. Как дело обстоит здесь? Социальные объекты, они входят в зону, так скажем, ответственности Госпожнадзора. Мы не наделены правами именно ГПМ. Но эти все объекты, они ежегодно проверяются. Они постоянно, значит, противопожарное состояние находится на контроле как Главного управления, так и Госкомитета. Вообще социальные объекты у нас есть у Минсемьи, у Минздрава, у Минобра. Да? Вот по ним вот, постоянно отрабатываются и в преддверии отопительного сезона, и в осенне-зимнее, весеннее время. То есть они постоянно, особенно те объекты, где круглосуточное пребывание людей. Это интернаты, да, дома престарелых, и в том числе и частные дома по оказанию вот именно социальных услуг престарелым гражданам. Они тоже находятся под постоянным контролем. Как часто приходят в частный сектор проверять? Именно вот частные пенсионаты, социальные объекты, про которые мы говорим? По мере того, как мы их выявляем, по многим же вообще информации нет, что они работают. Да? Вот, как приключилось, например, с тем же самым пожаром, который случился, если не ошибаюсь, 15 декабря прошлого года в Бделиловском районе, когда погибло столько вот пожилых людей. О нем просто информации не было у Госпожнадзора. А по мере выявления информация о них тут же передается в Госпожнадзор, который осуществляет выездную проверку и на соответствие соблюдения требований пожарной безопасности. Александр Сергеевич, мы понимаем, что сейчас уже наступают серьезные холода, вот до минус 20, в некоторых местах до минус 30. Какие рекомендации вы можете дать жителям, вот, как подготовиться? Ну, тут в большей степени касается частного сектора. Да? Квартиры у нас, слава богу, они все практически центральное отопление. Тут не стоит речи об электрообогревательных приборах, либо о, как сказать, печах. Да, их просто нет. Я просто рекомендую, самая моя главная рекомендация, это основана на самой распространенной причине пожара. Это неосторожное обращение с огнем, в том числе курение. Курение сплошь и рядом. Поэтому я призываю отказаться от курения в жилом помещении. С наступлением холодов, как вы правильно заметили, люди начинают с улицы возвращаться домой, да, уже неохота же на улице курить, он начинает курить в сенях там, либо в помещении, подчас выбрасывая сигареты неизвестно куда, может быть даже в нетрезвом состоянии. Поэтому, отказавшись от курения дома, мы можем снизить количество пожаров на 65%, гибель людей даже.
на 65%. Но, к сожалению, это невозможно, но хотя бы кто-нибудь. Я хочу порекомендовать домочадцам курящих людей, особенно если они в нетрезвом состоянии, контролировать их. Встал он ночью покурить, но выйдите, пожалуйста, посмотрите, куда он бросил свой окурок, потому что любой окурок, любая спичка – это тот же самый факел, который может, попав на сгораемую поверхность, вызвать пожар. У нас очень много пожаров возникает в сенях. К сожалению, там поставить излучатель невозможно. Он просто не предусмотрен для работы в таких условиях, в отрицательных температурах. Поэтому он там бесполезен. И именно с сеней, а это главный путь эвакуации, да, начинаются пожары. Последний пожар, который произошел, вот у нас, к сожалению, 2 человека погибло. Это мужчина 39-го года рождения и женщина 43-го года рождения. Они как раз уперлись в этот пожар в сенях и не смогли выйти, задохнулись. Буквально люди уже пожилые, да. Поэтому, отрезая путь эвакуации, этот пожар в сенях, он как раз и не позволяет людям спастись, даже если они бодрствуют, они спят. Это вот первое, на чем я хотел заострить внимание. Ну и, конечно же, ни в коем случае нельзя эксплуатировать то, что даже на вид неисправно. Электропроводка пожелтела даже, ее уже нельзя эксплуатировать. Значит, она нагревается, значит, она уже высохла. Она потеряла свои пропускные способности, безопасность свою уже не имеет такую. Нельзя включать электрообогревательные приборы, которые имеют трещины в корпусе, которые искрят, да, которые тоже потемнели. Не надо их ставить около штор. Когда дети остаются маленькие в комнате, но сделайте так, чтобы в зоне их доступа не оказался ни пилот, удлинитель, да, заглушите все розетки специальными заглушками, чтобы он туда чего-нибудь не засунул. Ребенок, вот были случаи, когда дети получали ожоги очень серьезные от того, что родители ушли в баню, а на огне варилась пища, ребенок подошел, у него загорелась одежда. Понимаете, вот он не должен иметь возможности контактировать с нагретыми поверхностями, либо с открытым огнем. Это, так скажем, в вторую очередь. Ну и у кого печное отопление, конечно, ни в коем случае нельзя эксплуатировать неисправное печное отопление. Если есть трещины, если отсутствует притопочный лист, если нет дверцы, либо она не закрывается, это же сразу же возможность выпадания угольков и попадания их на деревянные элементы, конструкции, загорания. То есть вот такие основные правила, которые я порекомендую всем соблюдать. Спасибо большое, Александр Сергеевич. О том, что в вопросах безопасности не бывает мелочей, говорили заместителем председателя Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Александром Лопуховым. Берегите себя, смотрите БСТ, не переключайтесь.